За событиями в Грузии, когда парламентское большинство, вопреки давлению западных партнеров и общественных протестов, приняло проект закона об иностранном влиянии, как никогда внимательно наблюдают в Абхазии. Оппозиция в Грузии в законе видит угрозу свободе слова, евроинтеграции и смене вектора во внешней политике. В Абхазии строят различные версии, почему это происходит и какие могут быть последствия для нашей страны. Даже есть мнение, что грузинские власти инициировали этот закон в обмен на некое обещание Кремля о конфедерации с Абхазией и Южной Осетией при условии, что Грузия обязуется быть нейтральной страной. Грузинское руководство решает сугубо политические задачи. Как сохранить и продлить свою власть, убеждены эксперты, с которыми мы поговорили. Этот закон, он ничем не отличается от тех, которые, как говорят, мы это не читали, этот закон, как говорят о других законах, действующих там в Соединенных Штатах и в ряде стран Европы. Но вина их состоит в том, что они просто такой закон, так сказать, который не был продиктован им, они принимают самостоятельно. Ведь они за 30 лет стали полностью зависимыми от Соединенных Штатов. И они должны делать то, что им укажут, то, что им скажут. Посоветоваться должны, спросить должны. Они, не спросясь, руководствуясь своими интересами, принимают такой закон. Вот тут и началось. Ну, подняли внутреннюю пятую колонну, она у них значительная. Как говорит премьер, там более 25 тысяч некоммерческих организаций. Они кормятся известно где и известно для чего. Вот как раз и, так сказать, поднимается вся молодежь в огромном количестве. Сейчас трудно сказать соотношение, какое количество в процентном отношении поддерживает правительство, какое оппозицию. Но, во всяком случае, конечно, налицо вот то напряжение, которое существует в Грузии. Похоже, что они немножко меняют вектор все-таки, да? Вот, с Китаем стратегическое партнерство, и с Россией прагматическое партнерство. Они же не восстановили отношения дипломатические, но все-таки там он вот Кабахидзе, премьер-министр, сказал недавно, что у нас политика прагматичная, но принципиальная, да? Ну вот во всех там форумах в ООН, там в парламенте Грузия, конечно, всегда голосует против России, да? Это остается принципиальная часть. Но с другой стороны, видите, как все-таки какие-то другие вещи, наоборот, они как-то вот прагматично общаются, даже сотрудничают в чем-то. Поэтому здесь, конечно, что-то происходит, и это не совсем как его просто вот как бы стиль поменялся. Мне кажется, там какие-то вот более глубинные вещи происходят. Такое ощущение, что они решили взять пример Азербайджана, который имеет хорошие отношения и с Турцией, и там с Западом, и с Россией великолепные отношения, что такое. То есть для такой страны лимитрофной, да, ну, пограничной страны, это самое разумное поведение. И, в общем-то, я думаю, что с точки зрения интересов Грузии, это наиболее оптимальное поведение, значит, минимум конфликтов с соседями, наоборот, как бы использовать все возможности для торговли, для взаимодействия, чтобы вот повысить уровень жизни, потому что Грузия не такая уж процветающая страна, молодежь уезжает на Запад, в Россию, в другие страны, вот, как и в Армении, кстати. Так что там ситуация сложная, экономическая. Вот. Сейчас вот большой консорциум, значит, вот, китайско-сингапурский, собирается делать порт в Анакли на границе Абхазии, прямо, глубоководный порт. Китайцы, у них же сейчас вот проект нового шелкового пути. Им нужен вот путь, альтернативный путь в Европу, через вот среднюю часть. То есть это Китай, Средняя Азия, через российский Северный Кавказ, потом Грузия и в Турцию и так дальше. Ну вот, и сейчас они строят также 9-километровый туннель Коби-Квешети, вот, который тоже будет часть вот этого нового шелкового пути. Вот. Так что у них большие планы, у китайцев очень большие планы. И даже говорили о стратегическом партнерстве Китая и Грузии. В декабре прошлого года Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Евроинтеграция и мечты о НАТО остаются приоритетом. Четкий евроатлантический ориентир закреплен в грузинской конституции. Грузия не изменила своего официальной позиции о стремлении войти в Евросоюз. Об этом говорится регулярно. Даже вместе с нами хотят войти в Евросоюз. Вот. И, значит, и в НАТО. То есть цели не изменены еще. Даже в Конституции записано там. Поэтому здесь
Здесь вот может быть, смена вех, но она как бы на начальном этапе, наверное, скорее всего. Что будет дальше, никто не знает. Ситуация в Грузии нестабильная, на самом деле. Очень нестабильная. Общество разделенное, фрагментированное. В основном это города, крупный город, Тбилиси, скажем, да, там глубинка не очень-то участвует в этих делах. В основном это городские события. Вот. И, естественно, и вот прежняя власть имеет своих сторонников. Сейчас президент Зурабишвили тоже как будто она практически в оппозиции к правительству. И она вот вето наложила на законопроект о иностранном влиянии. То есть здесь все-таки противоборство довольно сильное, и никто не знает, чем закончится на самом деле. Хотя мечта имеет сильные позиции, и финансовые позиции сильные, и политические позиции. Поэтому, в общем-то, конечно, ситуация вот в средней перспективе более-менее предсказуема, а в дальней, конечно, непредсказуема. Грузия – это часть Южного Кавказа. А на Южном Кавказе всем известно, какие происходят события. Это целый узел нерешенных проблем и противоречий. Ситуация осложняется и тем, что страны Запада вмешиваются в дела этого региона, бывшей части Советского Союза, и навязывают свое видение решения проблем. Бесцеремонно, значит, они предлагают свои услуги, например, в разрешении армяно-азербайджанского конфликта. Конечно, они это видят таким образом, чтобы соглашение какое-то мирное между ними было подписано где-то на Западе и под диктовку Запада. Надо заметить, что там российское влияние, это часть бывшего Советского Союза. И для того, чтобы утвердиться в этом регионе, Запад должен оттуда выдворить Россию. И делается все для этого. К сожалению, Армения помогает. Мы видим, какие телодвижения там происходят, помогает им. Что интересует Запад в Закавказье, в Южном Кавказе? Это прежде всего, конечно, богатство, это недра Каспия, это прямой путь на Иран и прямой путь на Центральную Азию. Вот такой коридор, который очень привлекает страны Запада и Соединенные Штаты. А что касается самой Грузии, то она в течение 3 десятилетий, по крайней мере, мы знаем, что связала себя узами с НАТО, с Соединенными Штатами, в частности. Ну, связи между ними начались, скажем, в 1992 году. В 1994 году они присоединились к программе партнерства во имя мира. Ну, а потом дальше по нарастающей все шло. Там ежегодно проводятся совместные учения с силами НАТО. Соединенные Штаты фактически взяли на себя заботу о подготовке армии Грузии, об ее оснащении. Все делается по западным образцам. Россия вынуждена была уйти из Грузии. 2008 год – это год, когда в августе Саакашвили развязал агрессию против Южной Осетии и в последующем собирался то же самое сделать в Абхазии. Но Россия выступила в защиту своих граждан, и в результате 5-дневной войны там был наведен мир. Но следом, значит, последовало признание Абхазии и Южной Осетии России как независимых государств, а Грузия порвала дипломатические отношения с Россией, и с тех пор, так сказать, вот. Но Россия готова строить отношения со своим соседом нормальные, она готова помогать. Оппозиция в Грузии закон об иноагентах упорно называют грузинским вариантом российского закона об иностранных агентах. Сократ Джинджоля убежден, никакого пророссийского следа в этих событиях нет. Россия никому не советовала принимать в Грузии принимать такой закон или не принимать. Это их внутреннее дело. Вот все то, что делала Грузия, она делала вопреки, значит, интересам своим, она обратилась на Запад, к Западу, связала свою судьбу с Западом полностью.
В 2008 году, по-моему, в январе у них референдум проходил о вступлении в НАТО. 77%, по-моему, где-то одобрили это же народ, так сказать. По опросу, значит, о вступлении в ЕС где-то более 80% проголосовало, опрос проводился. Вот они куда стремятся. И ни к какой России они не стремятся. Надо сказать, что правительство не вечно. Сменится правительство, придут на смену радикально настроенные, прозападные, еще больше, чем это правительство, и все повернется в другую сторону. Это очень важно. Во-вторых, Запад не оставит Грузию в покое. Грузия это ведь прямо в воротах, вот как бы в Россию. Вопрос возникает, конечно, как нам это все это, Абхазия все-таки находится рядом совсем. Вот. И действительно, вот этот порт в Анакле, он же прямо на границе с Абхазией практически. Тоже как бы добавляет какую-то изюминку вот этому проекту, да, консорциуму. Это первое. Второе, значит, то, что с одной стороны риторика Грузии такая мягкая, да, такая братья, сестры, а с другой стороны политика та же самая, непризнание и купирование всех наших позиций вот на международной арене. Так что здесь вот, я не думаю, что в отношении России какие-то будут пока какие-то прорывные вещи, потому что все-таки это все начало пути, никто не знает, что дальше будет. Вот. И Грузия пока еще не возобновила отношения дипломатические с Россией. С началом СВО на Украине грузинские власти умело маневрируют в новых геополитических реалиях. Выбрали нейтралитет, не открыли так называемый второй фронт и извлекают прибыль из западных санкций против России. Возможно, в наказание будут применены ограничения к политическому руководству Грузии, но в целом отношения с этим государством Запад портить не будет, уверены наши эксперты. В связи с событиями на Украине, с проведением этой военной операции специальной, Запад потребовал от Грузии открыть второй фронт. То есть открыть войну, военные действия против России, для того, чтобы отвлечь силы из Украины на этот фронт. Но это тоже самоубийство. В Грузии рассчитывают, вот я слушал политологов, вчера тоже интересный такой разговор был, двух политологов грузинских, они обсуждали, сможет ли Грузия сопротивляться российским войскам, если вот начнутся военные действия. Они пришли к прискорбному заключению о том, что сопротивление будет оказано, но сколько времени будет длиться это сопротивление, каким образом, так сказать, они будут противостоять просто Южному военному округу, плюс вот эти военные базы, которые расположены в Абхазии, Южной Осетии и в Армении. Вот они, значит, полностью, так сказать, контролируют ситуацию, они это понимают. Поэтому, конечно, они бы развязали эту войну с удовольствием, если бы понимали, что к ним придут на помощь Соединенные Штаты, станут рядом с ними, будут воевать против Абхазии, вернут Абхазию, Южную Осетию, заодно, значит, накажут Россию там, как они думали. Но они же понимают, что этого не будет. Они помнят 2008 год. Память еще у них осталась. Поэтому, Запад от них не отстанет. Это они их пальчиком пригрозили им, значит, мы вам санкции, мы вам то, мы вам это. Ничего это. Но будут какие-то санкции, что-то будут. Но будут они продолжать сотрудничество, будут оказывать помощь, что они оттуда увезут эти американские не базы, но какие-то пункты, которые они там открыли, где там обучают. И столько средств потрачено на Грузию, что они это оставить так не могут. И они заинтересованы в том, чтобы ведь играют в долгую. Сегодня такая обстановка, завтра изменится что-то. Со стороны Грузии всегда нужно ожидать каких-то неприятных вещей. 4% роста экономического, это все-таки достаточно неожиданно для Грузии было. И в Армении то же самое происходит. То есть там мультипликативный эффект большой, конечно, от ситуации на Украине. То есть в пользу Грузии, на самом деле, да, в плане экономики. Ну и действительно, что вот эти санкции против России, здесь какие-то
может быть, движение какие-то есть, я не знаю. Но, по крайней мере, здесь, как кажется, отношения вот в плане вот, между Грузией и Россией как раз такие больше похожи на взаимопонимание, да, чем вот что-то другое. Вот. Были попытки втянуть даже Грузию, вот как бы второй фронт, помните, да, но резко выступило руководство Грузии. Вот. Действительно, позиция более-менее напоминает вот такую прагматичную, насколько можно это быть для Грузии, прагматичную. Вот для Абхазии, мне кажется, конечно, нужно быть всегда наблюдать ситуацию, но вот немедленная угроза какой-то с какой-либо стороны, мне кажется, пока нет. Смены внешнего вектора в Грузии нет. Как нет и повода думать, что Россия в обмен на принятый в Грузии закон навяжет Абхазии конфедеративную модель в составе этого государства, убеждены эксперты. Россия держит свои обязательства по договорам, оказывает социально-экономическую помощь и не будет кулуарно решать судьбу Абхазии. Были просто вбросы такие, да, вот когда якобы встреча там Геи Вольского там, с каким-то бизнесменом, это все эти вещи, может быть, действительно зондируют общественное мнение, но оно у нас достаточно монолитное, мне кажется, достаточно определенное, вот, что Абхазия независимое государство. Вот. Но я не думаю, что кто-либо будет за нашей спиной решать нашу судьбу, в общем-то. У нас очень прочные отношения с Россией по всем параметрам, и в том числе в области безопасности, поэтому все это ломать кому это нужно сейчас. Я думаю, что в общем-то, ситуация более-менее стабильная и в общем, более-менее предсказуема, но, конечно, нюансы появляются, нужно их наблюдать, реагировать вовремя. Вот. Но пока это все-таки вот больше такой зондаж, не знаю чей, грузинский, может, я не знаю, зондаж мнения в Абхазии, в Южной Осетии, но уже были заявления по этому поводу и абхазского МИДа, и юго-осетинского МИДа о том, что обратного пути нет, и Абхазия и Южная Осетия независимые государства. Поэтому здесь вот я не вижу больших каких-то драматических изменений. Ну, риторика есть, какие-то там вбросы бывают, но это и раньше это все было, так что мы это видели и до признания Абхазии в 2008 году. Я не думаю, что это России выгодно в какой-то степени, потому что у нас с Россией великолепные отношения. Мы, понимаете, мы же Россия не просто партнеры, но мы соседи. У нас граница общая, очень длинная, вот по Северный Кавказ, вот и здесь. И поэтому на что менять, да, а если в Грузии изменится политика опять, и что? То есть я думаю, что это нереально, что Россия изменит свое отношение Абхазии. Нюансы могут меняться, конечно же, вот, но пока, вот этой перспективы, средней перспективы, я думаю, ничего не изменится серьезно. Никакой смены вектора нет. Никаких, значит, там я слышал какие-то домыслы о том, что вот, значит, в ответ на принятие этого закона Россия, значит, подтолкнет Абхазию в сторону Грузии. Ну, все это, конечно, не имеет это под собой никаких оснований. Мы 30 лет, последние 30 лет будем брать только вот после войны, мы убедились в том, что Россия твердо держит свое слово, она выполняет свои обязательства по договорам, которые заключены между Россией и нами, она оказывает нам большую помощь, и у нас между нами, так сказать, образуется вот сейчас единое экономическое и социальное пространство. То есть Россия приближает к себе, а не отталкивает в сторону Грузии. Исключим все остальное, нас самих спросить надо, хотим мы ли туда или нет. Вот недавно, значит, в день 26 мая, когда День независимости праздновали, премьер-министр Грузии сказал о том, что к 30 году Грузия вместе с Абхазией и Южной Осетией торжественно вступят в ЕС. МИД Абхазии ответил на это, сделал соответствующее заявление, что вы можете куда хотите выступать, но Абхазию оставьте в покое. Среагировал и российский МИД. Мария Захарова, официальный представитель МИДа России, на брифинге заявила о том, что Россия будет защищать, прямо так сказано, Абхазию и Южную Осетию. И напомнила, что в этих республиках находятся российские базы. То есть отрезвление умов тех, кто полагает на то, что полагается на какую-то силу. Каким образом премьер-министр Грузии решил, что он вместе с Абхазией и Осетией вступит в это? Мы что, добровольно вступим, что ли? Если не добровольно, значит, какая-то сила. Вот, пожалуйста, здесь тоже есть простор для размышления о том, что помышляют эти люди, которые
такими кажутся миротворцами, такими миролюбивыми, на самом деле никакой вариант не исключен. Абхазии надо готовиться к худшим временам. Надо готовиться, надо свои вооруженные силы доводить до нужной кондиции, нужно экономику поднимать. Надо решать все вопросы, укреплять надо наши связи с Россией. Это единственный наш друг, наш союзник, единственное государство, которое может оказать нам реально помощь, и оно окажет. Поэтому вот эти вопросы, которые стоят перед республикой, их надо решать каждодневно. Все эти события не отменяют необходимость вести разговор Абхазии и Грузии. Женевские дискуссии остаются единственной платформой для диалога между странами. Несмотря на то, что они малоэффективны, участвовать в них, чтобы доносить свою политическую повестку до мирового сообщества, необходимо. Женевские дискуссии, пока они бесплодны, на месте топчутся, но дискуссии нужны. Это лучше, чем вообще, так сказать, нигде не встречаться, ни о чем не говорить. В нем принимают участие представители ЕС, Соединенных Штатов, там, так сказать, ведущие державы, Россия принимает участие, Осетия и Абхазия. Поэтому участвовать в этих дискуссиях надо вести диалог. То есть, так сказать, доводить до ушей, до слуха всей мировой общественности, чего мы хотим, чего мы добиваемся. А вот что касается прямых переговоров, прямых разговоров с Грузией, конечно, с кем? Фактически говорить с кем. Вот если, например, разговаривать с властями, действующими властями Грузии, я, например, с властями действующими. Но когда навязывают тебе человека, который какую-то должность занимает там в автономной республике Абхазия, то это возврат к тому, что хотели нам навязать в Женеве в самом начале переговоров, в конце 1993 года, когда против нас посадили членов правительства автономной республики и предлагали вести с ними переговоры. Но это что? Это тупик, так сказать, это неприемлемо совершенно. Поэтому, но о чем говорить с Грузией? Даже с представителями власти. Как они не могут с нами разговаривать? Почему? Потому что они объявили нас оккупированной территорией. То есть, кто оккупировал, по их мнению? Россия оккупировала. Вот с Россией они могут разговаривать. Что такое оккупированная территория? Это территория, на которой действует, значит, хозяйничает оккупант. А если мы сейчас, предположим, начнем, значит, вот разговор хотя бы, ну, кого нам подсовывают с этими автономщиками, то это получается, что мы признаем, что мы оккупированы, хотим из оккупации выйти, из этой оккупации, поэтому вот с кем попало ведем разговор. Не можем мы с ними вести разговор. Мы должны знать, о чем говорим. Мы должны знать, какая повестка дня и с кем. Самое важное с кем, так сказать. Возможно, это все после того, как они отменят закон об оккупированных территориях. Это препятствие огромное. Сократ Рачевич, я вспоминаю гальские встречи. Они были продуктивны, когда решались какие-то пограничные проблемы? Насколько вот этот формат? Да. Гальские встречи были продуктивны, пока не было, пока пограничников не было российских, пока Абхазия не была признана. И вот тогда, значит, там случались, вы же помните, что там постоянно были диверсионные акты, постоянно убивали людей, сколько человек погибло, сколько миротворцев погибло даже, хотя они с оружием стояли там. И все это прекратилось после того, как Россия признала Абхазию, и по соглашению были введены пограничники. Пограничники российские вместе с нашими охраняют рубежи, и прекратилось это все, потому что граница, как говорится, на замке. Ну, может быть, не совсем, но во всяком случае, такие акты проводить на территории Абхазии уже невозможно, безнаказанно. Я очень часто об этом говорил, и поэтому приходится повторяться, но здесь два аспекта. Если мы думаем, что в Женеве мы достигнем прорыва в отношении Грузии, этого не будет. Надо просто к этому признать. Если мы хотим присутствовать вот на форуме международном, где
речь идет об Абхазии, да, мы должны там присутствовать и свою точку зрения высказывать. То есть это долгосрочный процесс. Я думаю, сейчас уже идет к какому-то сворачиванию. Вот такое ощущение, что все стороны потеряли интерес к этому процессу. Вот это очевидно. И абхазская, и юго-осетинская, и грузинская, и российское такое ощущение у меня есть. Я не сильно близко к этой ситуации соприкасаюсь. Тем не менее, такое ощущение, что все-таки они актуальность потеряли в женской дискуссии. А почему-то они существуют, потому что ничего нет другого, знаете. То есть нечем заменить процесс. А процесс необходим. Не с нашей стороны проблема, а со стороны Грузии проблема. Грузия не признает нас в качестве субъекта переговоров. Она считает, что мы там вот какие-то оккупированные территории, поэтому мы не можем как таковой выступать в качестве субъекта. Вот что является большим камнем преткновения, если Грузия изменит свою позицию. Но если признает нашу субъектность, то практически признает нашу независимость от Грузии. То есть здесь очень сложные проблемы и для Грузии, и для наших отношений. В общем-то, можно придумать какой-то другой формат, да? Даже формат, да, гальский формат? Да, такие полунеформальные даже можно придумать. В общем, можно, но просто... как-то мы должны общаться, говорить друг с другом. Я думаю, что проблемы же есть, они же проблемы и экономические, и всякие экологические, и эпидемиологические, и трансграничная преступность. И там много проблем. Я участвовал несколько раз в этом гальском процессе. Очень много, очень конструктивных, кстати, были встречи. И вот этот формат, как раз, хотя бы его можно было восстановить, чтобы хотя бы на основе каких-то таких региональных проблем обсуждать. Но с точки зрения, конечно, статуса здесь я не вижу никаких оснований для прорывов в какую-либо сторону. И Абхазия на своем стоит, и Грузия на своем стоит. Но в плане прагматического взаимодействия, оно же у нас есть, по сути. У нас есть Ингургэс, которая практически оперирует Грузией полностью. Наш свет идет с Грузии бесплатно для Абхазии. У нас есть какая-то степень, товаров идут, правда, не очень легальным путем, тем не менее. Ну и наши люди там лечатся. Я считаю, здесь особенно бояться не стоит. Можно и напрямую говорить о каких-то вещах, которые могут быть взаимный интерес для Абхазии. Абхазские эксперты поддерживают железнодорожный транзит грузов через Абхазию. Этот проект будет работать на экономические интересы всего Южного Кавказа. Но каждый раз разговоры упираются в позицию грузинской стороны, которая не хочет в этом проекте видеть Абхазию субъектом. Вячеслав Чирикба предложил обсуждать этот вопрос в формате консорциума. Конечно, Абхазия заинтересована в том, чтобы открыть транзитный коридор север-юг и запад-восток через территорию Абхазии, Грузии, дальше Армения, Грузия, Азербайджан, Турция, Иран, Средняя Азия, Китай и так далее. Это, мне кажется, и входит в планы и Китая тоже, и Россия тоже. Я думаю, что будет задействована очень сильно в этом таком раскладе. И Турция, и все региональные державы. В принципе, это такой проект, где все выигрывают, практически все стороны. Это редкий случай, когда все стороны выигрывают, получают от этого дивиденды. Экономические и всякие другие. Но здесь стоит проблема отношений Грузии с Абхазией, поскольку в каком качестве абхазская сторона будет выступать в этом транзите. И, конечно, для грузин это неприемлемо, что Абхазия будет субъектом, да? Я лично думаю, что если уж такое желание будет у абхазской стороны и у партнеров, да, скажем, грузинских, российских, можно же не в формате стран, а в формате консорциума. Просто в компании, абхазская компания, скажем, с международным названием, российская компания, грузинская компания, консорциум, который не страны участвуют в этой транзите. Чисто экономический проект. Чисто экономический проект без какой-то политики, то есть без привлечения политики. Да? То есть консорциум компаний, не стран, а компаний. Тогда, я думаю, это будет намного более приемлемо для всех сторон и может и получится в таком смысле. Потому что на самом деле это очень выгодный проект, очень выгодный проект, который свяжет товарооборот с запада, востока, во всех направлениях. Абхазии надо углублять сотрудничество с Россией, говорит Сократ Джинджоля. При этом все межгосударственные договоры до их подписания должны проходить экспертную оценку. Это поможет избежать протестов в обществе. С Россией нам надо углублять и расширять сотрудничество. Все это изложено в этих наших
соглашениях, которые заключены между Абхазией и Россией после признания Абхазии. Поэтому вот этих два основных главных договора и масса межправительственных соглашений. Конечно, это не означает, что мы должны там, значит, так сказать, все, предположим, желания или там все предложения, так сказать, принять на ура. Так между государствами это не делается, так сказать. Недавно я, например, прочитал одного эксперта. Это в ужас придешь, когда читаешь российских экспертов некоторых, их мнения. Значит, один эксперт сказал, кстати, он мне знаком, мы с ним встречались, он сказал, написал буквально, неблагодарные эти абхазцы. Они, говорят, никак не хотят вступать в Россию. Они вот смотрят на Турцию и турецки ориентированы. Во-первых, человек вообще не в курсе дела, ни в какой турецкой ориентации у нас нет. У нас в Турции проживает абхазов больше, чем в Абхазии, к сожалению, и не строит какие-то отношения не с государством турецким у нас нет отношений, а со своей диаспорой, находящейся там, в изгнании фактически, мы просто обязаны сделать все для того, чтобы их вернуть. Это никому вреда от этого не будет, кроме пользы. А этот российский эксперт, значит, вот такие выводы делает. Но это не значит вовсе, что мы должны, значит, ухватиться за эту фразу и в отношении России там какие-то производить, делать заявления и прочее. Никакого отношения это к России, к официальной России не имеет. Это частное мнение. Таких мнений мы слышали много. И еще услышим очень много. Поэтому строить отношения с Россией нужно исходя из официальной позиции России. Официальная позиция России заключается в том, что она признала Абхазию, не собирается отзывать признание, оказывала помощь, оказывает и будет оказывать. Но нам нужно сделать свою экономику, поднять таким образом, чтобы не очень затягивать вот эту российскую помощь нам. Нам нужно самим становиться на свои ноги, кормить себя сами должны, а не обузой быть на шее государства России. Это не говорит, но мы-то должны понимать. Как должна вестись работа с российской стороной по заключению вот важных государственных договоров? Это общеизвестно как. То есть документы составляются, рассматриваются, согласовываются. Так сказать. Ну, предположим, если это инициатива Российской Федерации, в России составили документ. Он же попадает и нам, проходит такой рабочий документ, над которым работает. Вот надо читать внимательно и, так сказать, вещи, которые совершенно неприемлемые, а открыто говорить об этом российской стороне, тем, кто составил этот документ, это ведь не президент России сидит и составляет эти документы, а и чиновники, которые составляют, им сказать, дорогой, это в Абхазии не пройдет, нам не нужно это совершенно. И объяснить, почему это не нужно, почему это недопустимо. Ведь мы же не сходим из-за того, что вот Россия огромная, так сказать, большая, и мы маленькие, и мы должны, значит, подражать и все повторять. Не можем мы повторять все, потому что у нас другая ситуация, у нас ментальность другая, у нас, так сказать, наша история другая. Ну, в общем, и в России не все чиновники понимают, что происходит в Абхазии, что в умах. И поэтому, когда говорят, что вот какую-то часть территории нужно еще что-то, то если это вызывает возмущение, то это надо понимать. Это надо понимать, почему это вызывает возмущение. Сравнить территорию России и Абхазии невозможно. Ну, просто несравнимые. 9 тысяч там, квадратных километров. Здесь каждый квадратный метр на учете должен быть. А потом это особо ценные земли. Здесь такой район. И судьба народа такая, что они должны защищать. И должны защищать ради будущего, ради тех же отношений с Россией. Я не призываю публиковать все рабочие документы, чтобы каждый читал и там собирали бы мнения там, со всех районов и прочее, и прочее. Нет. У нас есть эксперты, у нас есть Академия наук, у нас есть, так сказать,
правоохранители, у нас есть соответствующие, так сказать, эксперты, которые понимают. Они, значит, обсудят. У нас есть парламент, у нас есть президент, правительство, так сказать. Мы имеем все, что имеет Россия. Правда, в несколько усеченном виде. Поэтому все это должно работать. В Абхазии должны просчитывать разные варианты развития ситуации, говорят эксперты. При этом в регионе создана новая реальность, с которой грузинам пора смириться.